Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасыユーラシア国立大学を創設されました。中央アジア文化遺産保存修復センターへの協力に進むことのない私にもカザフスタンの文化性を切々と感じることができました。この関係はとても良好で、ふるさとカザフスタンを訪れてみたいな。ご来賓の皆様、カザフスタン共和国からはるばるとくそ日本においでいただきました。本日、閣下に名誉博士号を授与するにあたり、若干コメントを申しさせていただきます。中央アジア文化遺産保存修復センターへの協力に進むものと言えます。転戦を経て、1973年に動物研究型大学である高い研究力October 20th, the French and University of Slovakia. Congratulations. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу сказать, что мне очень приятно вновь находиться здесь, в Японии, с моим 5-м визитом. Я всегда с теплотой вспоминаю проведенные в вашей прекрасной стране дни. Мой нынешний визит проходит на очень, как говорится, на осень японцы акибаре или сезон осенней прозрачности. До этого я имел возможность насладиться цветением сакуры ханами в 1994 году, зимней прохладой Токио в 1999 году и летним цикотанием цикад в 2018 году. Последний мой визит был в 2016 году, когда мы достигли высокой уровня сотрудничества между Казахстаном и Японией. В этот раз я прибыл по приглашению правительства вашей страны для участия в церемонии интронизации императора Нарухита. Могу отметить, что за прошедшие годы у меня сложились весьма теплые человеческие отношения с почетным императором Акихито, руководителем японского правительства. Я, как и почетный император Акихито, в этом году сложил в себя полномочия главы государства. Согласно нашим законам, мне предоставлено быть Эльбасы, лидером нации. То есть я впервые посещаю Токио в статусе первого президента и Эльбасы. Во время моих визитов в Японию и переговоров, которые прошли в эпоху Хэйсэй, мы с императором и правительством обсуждали различные двухсторонние международные вопросы, всегда понимали друг друга. Убежден, что с императором Нарухито казахстанско-японские отношения будут развиваться плодотворно во благо наших народов. Казахстан рассматривает Японию в качестве одного из важнейших партнеров в Азии, с которым мы достигли уровня расширенного партнерства, который мы подписали с премьер-министром Абе. Уважаемые участники церемонии, как вы знаете, мой народ доверил мне честь работать первым президентом Казахстана на протяжении 30 лет, то есть с первых дней получения нами независимости после распада Советского Союза. За это время, трудное время, мы покорили немало вершин в своем развитии. Если совсем коротко их описать, и я бы обратил ваше внимание на следующие моменты. Во-первых, построив после распада СССР фактически с нуля рыночную экономику,
сегодня Казахстан вошел в число 50 наиболее развитых государств. Почему говорю с нуля? Потому что полностью тогда остановилась экономика, стопроцентная безработица и отсутствие денег в Казахстане, инфляция, достигшая 3000%. Вот с такого старта мы начинали. Во-вторых, проводя проактивную многовекторную миролюбивую политику, закрыв крупнейший в мире ядерный полигон Семипалатинск, он был вторым полигоном после Невады, и имея 4-й в мире арсенал ракетно-ядерного оружия и технику доставки ядерного оружия, мы отказались от него. Казахстан занял достойное место в ряду авторитетных, ответственных членов Организации Объединенных Наций. Мы теперь имеем моральное право государствам, обладающим ядерным оружием, что не это является защитой безопасности, а мирное государство, которое заключает договоры со всеми остальными. В-третьих, мы проводим успешную политику по продвижению нашей культуры, ознакомлению богатой историей и традициями страны Великой Степи. Казахстан находился более 150 лет под царской Россией, потом Советским Союзом. Нам было запрещено изучать собственную историю, знать. Вся история начиналась с Октябрьской революции 1917 года. Когда мы стали независимыми, мы стали изучать свою культуру, свою древнюю историю. К слову сказать, именно обращаясь к культурно-историческому коду моего народа, 2 года назад я инициировал программу «Рухани Жаңғыру», ориентированную на возрождение духовных ценностей. Здесь говорилось о гранях развития Казахстана. Это как раз развитие вот этой идеи. Одним из главных элементов «Рухани Жаңғыру» является проект «Архив 2025», который включает в себя фундаментальные исследования всех отечественных, зарубежных архивов, начиная с античности и заканчивая современностью. Один из годов независимости объявил годом истории Казахстана, другой годом культуры. И мы по всему миру в архивах стали искать наши корни, нашу историю и находили их в различных странах и государствах, в том числе в вашей стране. Хочу выразить благодарность правительству Японии, лично господину Орехею Мията, представителю агентства по культуре, за содействие и реализацию этой программы, благодаря чему мы создадим электронное пространство знаний, получим передовой японский опыт в области архивации данных. Уважаемый господин Кёсико Танагата, президент университета Цукуба, дорогие друзья, мне очень приятно быть удостоенным звания почетного доктора университета Цукуба, одного из ведущих учебных заведений Японии. Ваш университет является образовательным центром мирового уровня, известен своей глубокой историей. Дорогого стоит тот факт, что Цукуба входит в число японских вузов с наибольшим количеством нобелевских лауреатов. 3 выпускника университета получили Нобелевскую премию по физике в 1965-1973 по химии в 2000 году. Ваш университет самый востребованный среди казахстанцев. 105 наших студентов уже получили дипломы Цукуба. Причем большинство из них стипендиаты программы «Болашах», которую я объявил на заре нашей независимости. Государство за свои средства направляет молодежь в лучшие университеты мира, и уже больше 13 тысяч человек вернулись, работают в нашей экономике. Хотел бы сказать, что во время моего прошлого визита в Японию в 2016 году я был удостоен почетного доктора университета Токай. Признательность со стороны столь достойных, богатых традициями научно-исследовательских центров Японии – это большая честь для меня, знак уважения всему моему народу. Со своей стороны отметить, что всегда придавал значение развитию образования, молодежной политики в нашей стране. По моей инициативе, как я уже сказал, 1000 молодых казахстанцев прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства по программе «Болашах». И, как здесь было сказано, обратили внимание на повышение уровня образования собственного в Казахстане.
Создан современный мирового уровня университет и построен Назарбаев университет, Казахско-британский университет, университет новый построен в нашей новой столице. И для того, чтобы подготовить молодежь к этим университетам, созданы 20 во всех наших регионах интеллектуальных школ, куда попадают самые талантливые дети нашего народа. Выпускники этих университетов сейчас работают в таких компаниях, как Google, Microsoft, Apple в Силиконовой долине. Сотни лучших учебников мира переведены сейчас на казахский язык, которые наша молодежь никогда не изучала. Все это ориентировано прежде всего на повышение конкурентоспособности казахстанской нации в непростых современных условиях. 2019 год в нашей стране объявлен годом молодежи. Таким образом, мы намерены дать новый импульс тому, чтобы казахстанская молодежь смогла в полной мере реализовать свой потенциал и возможности. В Казахстане работают два интеллектуально-инновационных кластера для формирования наукоемкой экономики. Хай-тек парк Астана, бизнес-кампус Назарбаев университета и технопарк Алатау в городе Алматы. Для реализации конкретных научно-промышленных проектов к работе на базе кластеров привлекаются высокотехнологические компании и университеты. Мы рады, что культ знаний в нашей стране стал неотъемлемой частью общества. В годы независимости экономика Казахстана выросла в 20 раз, благосостояние людей в 19 раз. И мы обращали внимание на человеческие ресурсы. И строя новую столицу, на самом деле мы привлекли известного, теперь уже покойного архитектора господина Кошо Курокава. На базе основополагающих его проектов строится наша новая столица. Кто у нас бывал, он, конечно, знает. И новейший университет, Назарбаев университет, возглавляется японцем по происхождению. Как мне известно, Цукуба сотрудничает с вузами Казахстана в научной, академической, образовательной сферах. Предлагаю присоединиться к операции с казахстанскими технологическими парками. Уважаемые дамы и господа, в завершение своего выступления хотел бы поздравить собравшихся в этом зале весь японский народ с историческим событием, восхождением хризантемовый трон императора Нарухита и наступлением в Японии эры Рейва. Надеюсь, что это время станет благодатным для дальнейшего укрепления отношений. Мы соседи дальние и в то же время близкие. Здесь уже говорилось, насколько созвучны наша музыка, пение и слова. Я всегда посещаю и говорю, вот сейчас, если кто-нибудь другой пришел бы, отличил бы казаха от японца? Никак нет. Мы настолько похожи, удивительно. И это тоже требует своего изучения, как это произошло в нашей истории. Так что мы дальние соседи и очень близкие друзья. Желаю всем присутствующим в этом зале успехов и всего наилучшего. Спасибо за честь, уважение ко мне и к нашему народу. Мы относимся точно так же к Японии, как к нашим близким друзьям. Спасибо.